Дорогие друзья, ну вот сейчас самая горячая пора началась. Все мы готовим свои посадки и готовимся к будущим урожаям. Но, конечно, самый животрепещущий вопрос на повестке дня сегодняшних огородников – это подготовка почвы. Друзья, сегодня нам вот с этим вопросом поможет наш эксперт, наша очень хорошая знакомая Маргарита Васильевна Карпова. Мы у нее в гостях в очередной раз на ее даче. Ну и, собственно говоря, здравствуйте. Здравствуйте. Почва. Я гляжу, у вас здесь и песок, и... Так, ну что, почему я хочу сразу весь этот сезон открывать именно с земли? Я в Телеграме начала с подготовки земли, что такое почва. Там у меня очень много объяснений, как работает почва, как работают бактерии. И все это необходимо просто до растений сделать. Как мы будем потом эту землю менять, если мы туда уже что-то посадим? Со временем в теплице земля, вот почему-то она уходит, ее становится меньше, видимо, растения все-таки что-то выносят, куда-то, наверное, утекать в грядке она не может, там клеенка стоит, но все равно уровень меняется. И вот мы решили не покупать землю, мне жалко свою вот почву уже, а машиной купишь и туда добавишь, а потом все выбросишь. И мы пошли по своему протаренному пути. То есть мы как бы восполняем и возобновляем почву своими руками сами. Я почву делаю ее сама. Причем я ее как делаю? У меня здесь раньше тоже был чистый песок, просто был песок насыпан и немного перегноя. Со временем я туда еще немножко добавляю. Сейчас в процессе работы я буду тут тоже так же добавлять. И она стала как бы нормальной почвой, работающей почвой. Она давала нормальный урожай, но вот она ушла, и мне стало ее тут не хватать, быстро высыхает, потому что слой очень стал тонкий, грядки глубокие, а слой совсем невысокий. 35, наверное, ее стало. Я решила добавить. Это она кажется сейчас такая полная, она просто еще рыхлая, она туда опять подсядет. То есть очень много воздуха, и вы ее взрыхлили хорошенечко, я и ее она рыхлю, как бы да. вспушилась, скажем так. А почему я песок добавляю? Потому что песок – это самый проницаемый для воздуха. Корни хорошо дышат, вода хорошо проходит. Одно не очень хороший песок высыхает быстро. Песочек это же как бы гранулы такие вот. Ну да, это да. мелкая структура, она воздухопроницаемая. Я вообще все садить, люблю рассаду все выращивать с большим добавлением песка. У меня все на песке растет. Ну что, начнем. Так, у нас вот как пирог идет, да, в самом низу что у нас? Там у меня была земля. Если мы сможем обратить внимание вот на то, там вот земля, вот она понижена, не ржет. Там была земля. Мы туда-сюда поверху, наверное, достаточно много. Уже видно по тому, какая тут структура, что тут достаточно много песка. Но оно перемешивается, и вот этот... С перегноем, да? С перегноем, ну, с той землей, которая здесь была. Дальше я что делаю? Чтобы земля прогрелась. Вы скажем сразу по объемам. Вот внизу вы сказали, у вас была почва, 40 сантиметров у нас грядка. Сколько песка и сколько мы должны... Насыпали до краев. Потом будем разбираться, с какой объем. Потому что я песок считаю, что им кашу маслом не испортишь. То есть песка можно сыпать, да, ну, по собственному, так сказать, ну, усмотрению. Да. Вот как вам душа скажет, хватит. Стой, горшочек. Потому что все, ну, да, значит, останавливаем. Я еще выращивала просто на песке. И великолепно росло просто в песке. Цветы точно. Да, цветы точно. Так же их укореняют, да, прям в песочек? Да, в песочке. Там воздуха много, дышит хорошо, и растения хорошо развивают корневую систему. Да. Поэтому я говорю, песка тут можно много ложить. Потом мы добавим перегной, мы добавим, тут у меня составляющие есть, питание будет им хватать, песок он тоже не совсем голый, там в нем все равно что-то есть. И еще, что я уже коснулась в телеграм-канале, да, что у нас очень много в питании идет из воздуха. Воздух у нас по составу, там очень много азота, который нужен для роста, но он сам по себе не будет туда заходить. И это все, тут если кислород идет, тут же есть же углерод есть. В общем, составляющая в воздухе достаточно богатая. И все это должно проникать в почву. Если воздушная почва, она песчаная, воздух туда проникает. Наша задача теперь что сделать? Чтобы это все усваивалось почвой. Почва сама по себе не усваивает это все. Ей нужны бактерии.
Бактерии это все ловят, они все это усваивают, перерабатывают и обогащают почву. Вот это будет живая почва, которая живет одновременно всей вот этой массой. Мгм. Вся эта органика, неорганика, все должно быть в равновесии, все должно жить. Вот мы сейчас будем эту почву тут обновлять в теплице. Я в нее песка насыпала, я ее маленько порыла. Извините, а вот вниз можно класть, допустим, вот картофельные очистки, какие-то овощные обрезки? Ну вот мы чистим, допустим, огурчики покупные, Да, это можно шкурку всё, но там снимаем. как То есть в компост самый будет низ, работать. да? В Единственное, самый что низ. с картошкой, если вы ее туда свежую С положите, она глазками. прорастет. Да, с глаз. Это надо или Мгм. высушенную за зиму, или замороженную. Тогда она уже явно не прорастет, а то у вас пойдет тут сидят помидоры, а внизу полезет картошка. Да, и будет, в общем, Будет здорово. неразбериха, и они друг другу будут тут мешать по Мешать, полной да, программе. конечно. Поэтому если их вот соответствующим образом обработать, чтобы они там сгнили, тогда это даже хорошо обогатит почву. Но дальше что я делаю? Я вот ее порыхлила. Почва холодная. Мне все равно сюда надо добавлять этого питания. И заодно сугрев. Я собираюсь уже буквально вот только согрею почву, буду высаживать уже. Я не жду июня месяца. Какая раз. почва должна быть по температуре? Вот Чисто чисто тактильная, да. просто подрыл и температуру рукой замерил. Но, конечно, было бы поточнее, если бы градусником замерять. Бывает сейчас, есть еще градусники длинные такие, просто воткнул туда в землю и проверил температуру. Сколько градусов должна быть? Но это будет зависеть от культуры, которую будете туда садить. Например, перцу нужна температура где-то около 20 градусов и повыше. Огурцам 25 в грунте, тогда он будет хорошо развиваться. Помидоры, я считаю, вполне им достаточно и 15 градусов. Они как-то от этого не страдают. Неприхотливые очень. Арбузы тоже не страдают. Я уже сколько Даже- садила в холодную землю. То есть их можно даже сажать в грунт, в открытый, не закрывая пленкой? Можно, да, если есть куда сажать. У меня некуда сажать, у меня близко воды, и грунт внизу сильно холодный, и сильно емкий, места вообще нет. Я никак не отсыплю под нужные мне культуры. То есть у вас на участке много воды, Да. это как-то болотистая такая местность, да? да, мы все отсыпаем. Ну вот сколько труда вкладывает наша героиня в то, чтобы выращивать очень много культур, разных культур. У нее летом весь огород утопает, ну буквально каждый сантиметр засажен полезными культурными растениями. Мы уже сказали, температура, значит, у нас должна быть в земле для каждого растения своя. Для кого-то потеплее. Вот я стараюсь для перцев сделать ее довольно-таки теплой. Как я с этим поступаю? Я сбоку, мне возраст уже, я не могу эту землю всю выкопать, внизу положить навоз, чтобы там температура получалась нужная, чтобы земля грелась. Это очень трудоемкий процесс, и уже стало это очень тяжело делать. И я уже не один год попробовала сделать так. Часть грядки вот так освобождаю, приподниму отсюда, там уже я везде положила. И у меня курочки наработали хороший для меня сугрев почвы. Вот эти вот опилочки, сдобренные навозом. Куриным навозом. Куриным навозом. Они очень хорошо горят. Я засыпаю с краю. Они вот влажные, они еще даже немножко пахнут опилками. Это довольно свежие, потому что у меня еще старые были. Я тут разровняю. То есть, в общем-то, не садится страшно. уже. Обычно говорят же, что навоз, ну, пускай будет, допустим, куриный там помет, да, или ну, лошадиный, или там коровий навоз, да, они должны быть, вот эти все субстанции, как-то немножко, чтобы 3 годика прошло, как-то они перегорели. Да, ну я вот прямо практически вот они у меня обработаны с имбиотой. Куры пьют имбиоту, и поливая опилки имбиотой, они как бы вот такие вот еще не догоревшие, а мне тут нужны как раз не догоревшие, чтобы они дали температуру. Они когда имбиота, друзья, она как раз засевает нашу почву Вот она, полезными свойствами, жидкая земля. Полезными бактериями, да, Тут населяет. огромное количество их. То есть это как бы получается действительно вот живая земля, в которой развиваются микроорганизмы, которые потом помогают своим питанием, своими, так сказать, продуктами жизнедеятельности, помогают нашим растениям. Вот оттуда берут питание все посадки в будущем. Вот эта грядка у нас готовится под перцы. Под перцы. Да, тут вообще все будут перцы. Потом я его прикрываю
Мгм. А смотрите, песка очень много, Там много. и немножечко этот песок перемешан, немножко, как я вижу, Сколько землей, смогла поднять, да, столько подняла. почвой. Да. Вы знаете, растения, они достаточно умные сами по себе. Так. Если они чувствуют, что тут один песок, они начнут развивать корневую систему туда, вглубь, где есть Поиски. питание. Да. И вот я питание оттуда не все подняла, они туда полезут, пойдут туда вниз. Вот, а нам нужно как раз главное, чтобы у нашего растения была крепкая корневая система, которая будет питать будущие плоды наших посадок. Ну, в данном случае вот перцев. Чем сильнее корневая система, тем лучше урожай получить Мгм. можно. Вот я Ну, всё как раз ставлю, вот мы и всё ставлю, добиваемся. цель именно. ставлю в этом. Так, вот я туда их присыпала. Это не Присыпали. смотрите, что она у меня стоит высокая. Вон там она уже Она присела. уже присела, Там да, то она есть уже она присела. немножечко сама Она утрамбуется, туда сядет? да, потому что песочек, он еще Она такой сядет. Еще мало того, что она сядет, я еще ее перед посадкой маленько потрамбую, вот. Мгм, чтобы она была немножко плотная. мгм. Это важно, да, чтобы она плотненькая Да, была. не совсем рыхлая. Мгм. Потому что все-таки избыток воздуха там это тоже будет. Теперь вот что я делаю. Тут у меня много песка. У Мгм. нас еще появилась вот такая гуминовая Мгм. эмбиота. Она на навозится, она с гуматами. Я пролью сюда. То есть это в внизу любом еще. магазине можно приобрести, Да, у нас сейчас Примерно это литр наш здесь, да? производитель. Тут литр. Колпачок Мгм. на литр воды. На Мгм. ведро 5 колпачков, если 5-литровое. Я все делаю 5-литровым, поэтому 5 Мгм. колпачков. В магазинах есть они, вот эти гуматы, которые надо разводить Мгм. в воде. А Примерно то же самое. Но здесь они обогащены еще бактериями, Мгм. потому что это практически та же эмбиота, Ну, то есть еще с просто навозом. какой-то волшебный эликсир. А гумат, вот что он дает вот для будущих наших посадок, для будущих урожаев? Это готовая питательная смесь для растений. Тут уже в более доступной форме это все есть. Мгм. И я сейчас вот этот песок пролью, туда уже и занесу и бактерии, и уже дополнительное питание. И То им есть еще вот летом можно благодаря поливать. Да. вот гумату симбиоты. А вот это вот я буду заливать теперь у меня же по краю. Это в чистом виде эмбиота, да? Ну, это в чистом виде эмбиота, она запечатанная, хорошо, что запечатанная. Тоже колпачок на литр воды, и буду по краю, чтобы ускорить процесс нагревания земли, вот Мгм. этой навоза, который с боков лежит. Водичка должна быть слегка теплой, да? Тепленькой, холодной водой, конечно, процесс будет замедленный, потому что это бактериям нужно все-таки тепло, не ниже 15-20 градусов. Нагреваешь и проливать. Вот с таким вот проливом у нас в конце концов бактерии заработают. Я уже термометр, не вижу, где-то я его тут перетрясла, замерять буду температуру. Мгм. А, еще после этого я ее тут делаю. Я тут специально же пленки То приготовила. есть вы уже практически, у вас земля влажновата, то есть вы уже вот эту процедуру уже сделали, Нет, да? я не делала. А, это еще не еще я вот делали? только порыла и все. Она, Дальше. видимо, да, еще вот... Дальше, так. чтобы она хорошо грелась, Мгм. сверху эту грядку накрываем после полива. Мгм. Ну, то есть, допустим, условно мы уже полили, да? Да, условно мы грядочку? полили. Мгм. Дальше что я буду делать? Накрываем. Накрываем. Это у меня может Плотненько. служить как мульча, пленка. Мгм. Пленка. Теперь что остается? Вот она там, земля прогреется, померяю температуру. Пленку можно вообще не убирать. Мгм. Я там еще капельный полив туда проведу, Мгм. вот когда все это сделаю, и потом. И что делать можно? Беру вот здесь бирочки, буду прорезать. Сколько мне тут кусты наискосочек, вот так на 2 ряда буду садить. Дырочку прорезаю с одной стороны, Мгм. чтобы чисто сюда, они же маленькие, я их сюда протащу. Мгм. И буду есть по этим маленькие дырочкам наши, высаживать рассада. туда рассаду. Мгм. Рассада, Я да. здесь вот посажу вот на таком расстоянии их. Мгм. Дырочек Так, наделаю. есть такой момент, что перцы любят тесноту. Как вы к этому относитесь? Да, они лучше растут, когда они тесно, поэтому я тут их погуще. А вот и у и них садить. там вот как корни, они там все потом вот так, вот так, вот Если так. пусть Ничего? переплетаются, Ничего это им страшного. это То есть ничего. Это для них нормально. помешает, Это у нас нормально, да? помидоры, они начинают слишком тянуться и не хватает как бы питания. А вот Когда помидоры они- надо Да, там рассаживать, надо как выдерживать рекомендуют, расстояние, да. да. Расстояние 40, там, 50 И огурцы сантиметров, тоже не да? любят слишком загущенные посадки. А вот перцы, дорогие друзья, то есть, смотрите, небольшая такая вот площадь, да? Где-то Да, тут щас- двухметровая, тут, наверное, ну, 2 метра, Тут много грядочка. натолкаю. Здесь примерно сколько вы Ой, натолкаете, я как не вы знаю, говорите? натолкаю много тут. Много, да. Много. В общем, Ну, считайте, вот на таком мгм. расстоянии буду их друг от дружки сажать. Иногда я ближе сажу, если у меня их слишком много. У меня в этом году рассады не очень много, поэтому
Ну, так буду сажать наискосок, чтобы они друг друга все-таки не загораживали. Ну, тут получится на штук 25, наверное. То, что февральские. Наша рассада февральская, вот такая шикардосная, выросла. Вот какая она вся такая толстенькая. Смотрите, Они какие, уже тут стоят на холоде. какие стебли, такие упитанные. Очень Вот. полезно бывает Мгм. теперь уже этот. На ложечках, помните, мы подписывали, вот здесь вот Название расписано, есть? какое название. Звезда Востока, вот то, что мы сажали. Кто смотрел нашу передачу, помнят. И вот смотрите, как они выросли. Февраль, Февральские, март, то еще даже цвет не февраль, набрали. март. Это 2 месяца. Цвет Ну, пока не набрали. Пока Ну, вот есть я вон не там, ви- есть да? зачатки, Уже это, есть. это самое время. 2 месяца вот этой рассаде. И вот эта рассада у нас перекочует вот сюда, уже в эту грядку. И посмотрите, действительно, грядка удивительно, что для меня, честно, это открытие, потому что мне кажется, что огород должен иметь вот землю, ну вот такую вот консистенцию, земля прям. А когда земли у нас почвы мало, оказывается, вот можно воспользоваться таким вот способом, как делает наша героиня. И мы будем, конечно, брать с вас пример, те огородники, у кого проблема с землей. А вот здесь вы уже травки какие-то посадили, да? А там салат, укропчик, Вот уже шпинат, и укроп. Ой, редиска. уже что-то идет. Рукколу, может, посадили, нет? Нет, рукколу почему-то мы Мгм. не очень любим. Ой, ну а я вот прям обожаю Я рукколу, её чё-то- поэтому... Я лучше одуванчиков надергаю, она похожа на рукколу. Теперь вот на этой грядке у вас будут перцы. Смотрите, как вообще огородник, да, грамотно значит, поэтапно организует свою работу на вот совершенно небольшая площадь. Небольшая теплица, это примерно вот 10 шагов моих вот. 4 в на длину, 3. да? 4 на 3. 4 метра В грядка. этих грядках, как только земля немножко прогрелась, да, вы уже посеяли, и посмотрите уже, какие посадочки. Вот, и все это потом скоро перекочует уже вот на стол, да? На стол ваш. пойдет. Вообще На здорово, грядка у меня классно. тоже пойдет Классно, так же. круто. Снимаем А песок потом тоже. вы вот это снимаете, и сюда Опять сядут. же, песок, также вот пойдет процесс, вот эту грядку И подготовлю. Какие посадки здесь у вас Тут все следующие? перец, мы перец очень любим. Здесь вся теплица будет Я посвящена на зиму перцу. намораживаю где-то ведер 15 перцев. Вот это да. Это Ну, перцы, да? Я же их хочу детям туда. Это перцы, да? Это перцы только. Я перцы Посмотрите-ка, в промышленных объемах выращиваются перцы. Мы вот на семью такой вот, полностью да, обеспечиваем площади, да, своим у вас урожаем. вот, да, дети, внуки. Ну, конечно, это очень хорошее подспорье, и это здорово, и это классно, потому что вся зима, а у нас ведь зима-то долгая, у нас же 9 месяцев зима, и все эти месяцы мы питаемся именно той продукцией, которую мы вырастили сами. Мы знаем, что они не имеют никаких пестицидов, да? Пестицидов Да. даже практически не имеют, не вношу туда минеральных удобрений. Минеральные удобрения, с ними надо быть очень осторожными, потому что если мы вносим минералку, сделаем передозировку, у нас начинает гибнуть микрофлора в земле. Земля начнет уплотняться, эти микроорганизмы начнут погибать там, и земля начнет заболачиваться, засаливаться, и работать не будет. Поэтому минералку я добавляю только тогда, когда я вижу конкретно поправить положение. На листочке смотришь, Если они чего-то там... не хватает. Да, листики, они как Дефицит раз... чего-то, листики Да. все скажут. Если не хватает, тогда уже там какую-то дозу, часть, можно немножко внести минералку, как бы подлечить растение, как лекарство. Только Теперь как еще лекарство. момент. Вот опять-таки начинающие огородники зададутся вопросом, вот как я сейчас. Эмбиота, вот этот гумат эмбиоты, да, нужно все в кучу заливать или нужно вот в один день, допустим, пролить вот почву, вот 5 колпачков, да, допустим, 5 литров вы здесь заливаете. Кстати, вот сколько вот на вот Ну, эти вот здесь 2 метра, да. примерно сколько? 2 Ну, тут, ведра вы заливаете? Чтоб смотря как промочится земля для То есть промачивания. Тут, наверное, опять-таки... ведра Да. литров, так, тут, наверное, литров 15 по одной стороне, литров 15 по другой стороне. Ну, и по 3 ведерка 5-литровых Да. вот этой. Вот, друзья, вот здесь вот таким образом мы проливаем именно не простой водой, а немножко она должна быть, ну, комнатной, скажем, температуры, да?
Да. и в ней мы разводим вот эти вот все очень полезные микроорганизмы. Но всю эту процедуру нужно делать до... Вот меня волнует процесс посадки. То есть я бы, например, знаете, пролила бы, хова, и сразу бы вот так вот тебя посадила. Что Нет, нужно? Подождать да. нужно, да? Да, подождать, надо, чтобы Сколько земля нужно? созрела. Мгм. Вот она нагреется, температуру свою начнет Ну, сколько держать. примерно? Ну, не знаю, неделю, смотря еще от погоды, на жизнь, на То есть внешние нужно, факторы тоже я влияют поняла, на то есть нужно дать время вот этим всем микроорганизмам немножечко освоиться вот здесь вот на новом месте, да, Да. как-то свои колонии развить, все вот эти вот свои, так сказать, полезные микроорганизмы, чтобы они там как-то как бы обосновались, да, Это совершенно верно. начали расти, и для этого требуется время. То есть, друзья дорогие, не нужно прям вот кидаться и прям сразу сажать, потому что это неправильно. Это да? неправильно, потому что земля не готова еще. А когда бактерии начинают работать, даже в сильный минус, от нее идет тепло. Бактерии греют. Хорошо, смотрите, вот Сами вы по себе посадили вот в эти вы отверстия, допустим, вот пересадим мы через какое-то время, как опять-таки зависит от прогрева земли, Да. да. Перцы любят температуру немножечко повыше, то есть 25 градусов, да? Это 20-25 Да, градусов. перчики. Примерно. И в какое время вы снимаете пленку и как потом полив идет? Смотря по просыханию почвы, тут уже какая погода стоит. Проливать, конечно, надо не поверхностно, как это у нас иногда так поливают, а потом удивляются, что не растет. На 10-15 сантиметров это как минимум промачивать надо почву. Если она подсохла, значит, надо на глубину до 20 сантиметров это обязательно промочить ее, пролить, чтобы она... Ну, это тоже визуально рукой проверяешь. Примерно в неделю Подкопаешь. сколько раз мы поливаем? Ну, перец, Каждый день или... перец всё-таки? я хорошо проливаю 2 раза в неделю, и освежающий полив можно добавлять. Просто чуть-чуть. Мгм. Если Ну и жарко потом, очень. да. Ну, в общем, дорогие друзья, подведем итоги. Ну, в общем, по почве и по, По перцу. да, по перцам. Итак, работу на огороде мы начинаем с подготовки почвы. Мы эту почву облагораживаем, сдобряем удобрениями. Какими удобрениями? Удобрения у нас в основном микроорганизмы, которые мы должны туда внести. Вносим микроорганизмы, вносим минимальное количество перегноя, если он есть. У меня росло и без перегноя, именно вот вносила имбиоту. Мгм. Там перегной было очень мало. И ждем температуру, землю перерыхливаем, сдобренную почву. И ждем, когда поднимется температура до нужного нам результата, чтобы посадить растения. И еще вы не сказали, когда мы снимаем потом пленку. А пленку можно вообще не снимать. Вообще? Вообще не снимать. Если капельный полив, он там будет работать сам по себе. И то есть постоянно будет, а не будет так, что вот что-то загниение И корней нет, или что-то? нет. Она же дырки есть, дышит. Мгм. Еще дело в том, что через под пленкой мы можем еще и реже поливать. Дело в том, что когда почва там сохнет, Мгм. она и там не сохнет, а получается, что вот с этой стороны на пленку Конденсат. влага, конденсат, он обратно идет туда. Мгм. Также работает поверхностный слой почвы. Если почва здоровая, нормальная, и на ней образуется вот это вот, в природе образуется поверхностная корочка, когда из почвы идет влага, она собирается в конденсат. Почему в лесу не погибает в засуху растения? Под самый верхний слой почвы собирается конденсат и обратно идет в землю. Даже И когда там вот идет, засушливое даже лето, если допустим. нету дождей, там поддерживается влажностный режим. Мгм. Влаги все-таки в воздухе сколько-то есть. И вот она как перепад температуры, на границе перепада температуры обязательно собираются капельки росы. Подземной росы. Тут вот она на пленке собирается и опять туда же. Ну вот, что, дорогие друзья, будем пробовать сажать перцы, грамотно сажать перцы. И те огородники, у кого проблема с почвой, нехватка, именно, главное, земли, вот каким способом можно ее приумножить, как подготовить эту почву именно к посадке наших перцев, нам рассказала наш замечательный спикер. Благодарим вас, Маргарита Васильевна, и будем рады, что вот в следующий раз мы к вам обязательно приедем за другими советами. Я очень рада поделиться советами и с вами, дорогие зрители. Богатых урожаев!